Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и это программа «Будь в курсе». Мы будем обсуждать сегодня экономические аспекты, в первую очередь даже, можно сказать, торговые. И у нас много тем сейчас идет на эту тему, и как раз вот касающиеся этой сферы. Дело в том, что мы буквально вот в этом году, вообще весь год проводим под эгидой, десятилетие вступления в Евразийский экономический союз, пытаемся подводить итоги, какие-то определенные делать выводы, заключения. И, конечно, всегда на помощь приходят цифры, которые подсказывают, что менялось, что, может быть, нет, в лучшую или в худшую сторону. И как раз вот у нас в гостях представитель Министерства экономики и коммерции нашей республики. Я хочу представить Римму Киселеву, заведующую отделом торговой политики и ВТО. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алина Кульчанова у нас в гостях, ведущий специалист таможенной политики и инфраструктуры. Добрый день. Добрый. Конечно, вот экономика такая сложная штука, и иной раз мы много рассуждаем, хорошо или плохо, что происходило, есть минусы, есть плюсы однозначно. Сейчас, говоря о 4 свободах, которые мы изначально провозглашали в рамках Союза, так, есть вопросики, и там, в первую очередь, по рабочей силе. Но что касается торговли, здесь даже я сошлюсь на слова Данияра Мангельдиева, который тоже уже вот такие вот между делом делал такие заключения о том, что практически в 2 раза у нас увеличился товарооборот со странами Евразийского экономического союза за тот период, что мы находимся в объединении. Конечно, первое важное для нас – это торговать, и, собственно говоря, в этом была суть самого объединения, экономически, то есть какая-то польза должна была быть в этом плане. И наша экономика, конечно, имела определенную структуру на тот период, мы в большей степени базировались, как-то, скажем, на каких-то реэкспортных вещах, и вот в последнее время особенно мы делаем ставки на то, что должны открываться новые свои производства, свой продукт, который должен поступать не только на наши прилавки, но и, в конце концов, за пределы нашей страны, как в рамках объединения, так и за. И давайте начнем как раз-таки об этом и поговорим, какие можем мы увидеть изменения, как бы вы их охарактеризовали, в чем они проявляются, скажем, как можно дать какое-то определение. Вот мы пошли отсюда, с такой позиции, теперь имеем такую. Как мы прошли этот процесс, через что, легко или просто, и что этому поспособствовало. В первую очередь будем говорить, конечно, о взаимоотношениях торговых с нашими партнерами по Союзу, с государствами, членами Евразийского экономического союза, а это, на минуточку, мы всегда говорим эту цифру, 180 миллионов рынок, о котором, в общем-то, многие страны посматривают, поглядывают, и поэтому заключают какие-то, еще не входят в состав, но, по крайней мере, там становятся партнерами по диалогу или какие-то соглашения торговые заключаются и так далее. То есть он для всех очень привлекательный. Мы в составе. Давайте, наверное, об этом и поговорим. Как вы оцениваете изменения в этих торговых отношениях с нашими партнерами по Союзу? Добрый день еще раз. Хотелось в первую очередь сказать, что, да, как вы правильно сказали, что прежде всего Союз несет экономическую составляющую. А в экономике, как всегда, на первом плане торговля. И торговля тоже на первом месте является и в Евразийском экономическом союзе, поскольку целями Союза заложено, что цели Союза нацелены на то, чтобы создать единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В то же время в рамках Союза действует внутренний рынок, в котором обеспечивается свободное передвижение товаров без оформления, без таможенного оформления, без различного рода государственного видов контроля, что, в свою очередь, способствует росту предпринимательской деятельности, росту экономической деятельности стран, чтобы осуществлять свои торговые операции. Все это, конечно, и поспособствовало росту торговли с нашими торговыми партнерами. Сейчас я приведу цифры, что страны ЕАЭС в общем объеме взаимной торговли Кыргызской республики занимают более 30%. Это достаточно большая цифра. Более того, в экспорте эта цифра больше, даже около 40%. В импорте около 30%. И действительно, за десятилетний период, с 2015 года, торговля увеличилась в 2 раза. Это очень большие цифры. Экспорт увеличился больше, чем в 3,9 раза, а импорт в 1,7 раза. То есть это говорит о том, что торговля все-таки получила толчок, все-таки те правила, нормы, которые работают для нас, они работают
работают действительно в нашу пользу. Что мы торгуем? Да, вот тоже интересный вопрос. В основном Кыргызская республика экспортирует сельскохозяйственную продукцию. Это молочка, вы знаете, рыбная продукция, овощи, фрукты. То есть основные страны-потребители нашей сельхозпродукции – это вот наши ближние партнеры. Это Россия и Казахстан. Вот туда уходит наша сельхозка. Хлопок, волокно, разные орехи. Более того, 95% экспорта нашей швейной продукции, она тоже уходит в ЕАЭС. То есть в основном мы шьем на рынок ЕАЭС. Это тоже Россия и Казахстан. В импортных поступлениях для нас эти страны тоже важны, поскольку мы завозим для себя социально значимые товары для своего рынка. Они для нас важны как для продовольственной безопасности, так и для роста промышленного производства. То есть это такие товары, как энергопродукты, то есть с России, например, мы завозим нефтепродукты, это очень важно. И только с Россией у нас есть соглашение о поставках, беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов. Вот, поэтому почти 99% импорта нефтепродуктов приходит из России. Что еще завозим? Это продовольственные товары, это пшеница, различного рода другие продовольственные товары. Есть еще такие, они называются промежуточные товары, которые нужны для производства. То есть это к ним относятся, например, машины, оборудование, потом... Это для производства нашего, да, для нашего открытия производства. Здесь. Потом нефтехимического производства продукция тоже нам очень важна. Это неорганические химические вещества. Также мы завозим фармацевтику, мыломоющие, удобрения. Удобрения у нас тоже идет с России в больших объемах. И различного рода там изделия из пластмассы и из других материалов. Как это сказывается, вот наше пребывание? Мы и раньше все это завозили, да, как бы, скажем так, откровенно. И все это тоже приезжало до вступления в Союз, например. Те вещи, которые мы не производим у себя, вот вы перечислили, есть в списке тех продуктов и жизненно важные, например, то же самое растительное масло мы не в такой степени производим у себя и завозим достаточно много. Какие-то вот даже продукты питания. И уж не говоря уже про удобрения, да, это одна из самых важных вещей. И ГСМ, потому что мы не являемся страной, у которой есть какие-то большие крупные запасы, чтобы перерабатывать, чтобы у себя внутри это производить. И мы вот в этом плане очень сильно зависим от вообще от этих ресурсов, топлива в первую очередь. И как бы мы всегда пытаемся сравнить, что вот эта возможность, как вы говорите, свободного перемещения, от того, что все эти товары не проходят вот эти сложные таможенные процедуры, как это было раньше. Почему, насколько это облегчает этот процесс? То есть по времени или по стоимости? И как это влияет? На время доставки или там на ту же самую на саму стоимость этого товара? Прежде всего, это по времени, конечно, потому что на всякого рода документы и оформление... Теперь уже не надо затрачивать ничего. Не надо, затрачивать время. И плюс, скорее всего, это отражается на стоимости, потому что каждый день там простое, там грузового автотранспорта, он тоже несет стоимость, несет издержки своего рода. Вот, поэтому это быстрее должно происходить. Тем более для сельхозпродукции это очень важно, да, чтобы для скоропорта, чтобы продукция очень быстро доходила до своих рынков. Плюс еще по времени есть еще определенные льготы, это связано с налогообложением. То есть не сразу по прибытию предприниматель оплачивает налоги, а по истечению там определенного времени. Вот это такие послабления есть, поэтому это все позволяет и сэкономить свои, то есть не то что сэкономить, а рационально использовать свои ресурсы, свои средства. Мы всегда говорим о том, что очень важно, раз уж нет у нас вот этих вот барьеров, да, от которых мы отказали, слава богу, мы это прошли, теперь их не существует, вроде бы должна быть свобода перемещений. Но, значит, тогда мы брали на себя ответственность обеспечивать продукцию, которая будет соответствовать определенному качеству. Много говорили о том, что в Евразийском экономическом союзе, то есть определенные регламенты, стандарты и тому подобное. Насколько вот в этом плане, да, вот
вот производство наше внутри страны сумело приспособиться, может быть, за эти 10 лет. Каждый раз мы обсуждали каждую деталь, мелочь. Вот сообщает Евразийская экономическая комиссия, например, о том, что там разработали единые подходы к тому-то, да, качеству такого-то продукта или качеству другого продукта. Казалось бы, для нас, думаю, ну что за мелочь, да, но вот прийти к единому знаменателю, потому что во всех странах были какие-то свои, да, стандарты. Вот как нам получилось адаптироваться здесь и насколько... Ну, то есть раз нет никаких проверочных таких моментов, значит, мы все должны соответствовать какому-то стандарту, будучи уверенными, что это для всех подходит. Вот как бы так мы это понимаем. Получилось у нас к этому вот за 10 лет, может быть, прийти? Ну, скорее всего, получилось, потому что в рамках ЕАЭС действуют единые технические регламенты, и, соответственно, это легче предпринимателям знать, что у тебя такой же будет регламент, как и в другой стране ЕАЭС. Вот, и соответствовать легче. Более того, вот эти все процедуры, сертификации, они тоже как-то упрощены, поскольку, например, на едином рынке Союза, например, если к нам прибыл товар, он может здесь получить сертификацию и дальше направляться в другие страны. Ага, то есть эти все вещи работают на территории всех стран, да, получается. Ну, вы сейчас отметили ключевые сектора. Это сельское хозяйство, конечно, швейное производство. Есть ли еще, может быть, какие-то, кроме них, мы о них всегда говорим, много мы говорим, то, что все-таки у нас аграрная страна, у нас люди живут на селе, они производят, в общем-то, в большей степени выращивают, и мы всегда стремимся к тому, чтобы была добавленная стоимость, был конечный продукт. Вот и как мы видим, да, исходя из тех вот показателей, которые тоже часто Министерство экономики приводит, что действительно меняется вот эта ситуация и в агросекторе, и в швейном секторе. Там вообще в швейном секторе был такой бонус плюшки, да, скажем так, в силу определенных геополитических ситуаций, тогда, когда рынки попросили, освободились, и они, скажем так, показали свой запрос на продукцию, да, мы это называем импортозамещением, то, что ушло с российских рынков, с российских маркетов, скажем, в швейной отрасль тогда очень много говорил о том, что нам нужно воспользоваться шансом. Вот какие-то показатели говорят о том, что мы сумели это сделать, воспользоваться вот и в аграрном секторе, и вот в швейной отрасли. Или мы все-таки берем тем, что мы качеством завлекаем, и, то есть все говорят, что если мы говорим про кыргызскую продукцию, то это качественно, экологично, вкусно. Если мы говорим про швейную продукцию, это модно, и опять-таки это качественно и не так дорого. Или оба фактора сыграли? Скорее всего, что сыграли оба фактора, и действительно наша швейная продукция, она пользуется спросом на российском рынке. И вот в последнее время используются каналы электронной торговли, чтобы наша швейная продукция уходила и реализовывалась на рынках ЕАЭС. Поэтому это востребованная продукция. Вот вы сейчас отметили, что меняется, да, вот заговорили про электронную коммерцию. Это такая штука, которая немножко поменяла, да, структуру торговли в целом. Мы раньше были свидетелями того, что наш самый крупнейший рынок являлся такой площадкой для сбыта нашей продукции, в частности, в швейного сектора. Сейчас тоже продолжает это существовать, безусловно, но все-таки вот эти онлайн-заказы, онлайн-сотрудничество, оно уже меняет, скажем так, этот сектор. И развитие идет в сторону того, что люди все-таки ценят свое время и уже не хотят ходить там по каким-то базарам, по рынкам, и границы между странами тем более стираются в рамках того, что торговля происходит на онлайн-платформах. В Евразийском экономическом... Вообще это мировая тенденция, во всех странах мира это происходит, но у нас есть, опять-таки, мы говорим про единое пространство, вот как электронная коммерция в самом Союзе сейчас развивается, что из себя этот сектор представляет, а может быть, как он регулируется в конце концов, или продвигается в конце концов, потому что я точно знаю, что совершенно недавно на, по-моему, Петербургском форуме было озвучено, что да, электронная коммерция требует отдельного подхода для того, чтобы отрегулировать для всего Союза, чтобы все могли заходить спокойно на эти платформы, и даже может в кодексе появиться прям отдельная глава, которая будет регулировать это пространство. Вот почему это важно и как это сейчас, на какой стадии это сейчас находится?
Если Да, действительно, сейчас большое внимание уделяется в ЕАЭС именно развитию электронной коммерции Союза и, соответственно, разработке соответствующих правил. Да. На сегодняшний день электронная торговля регулируется в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС и разрабатывается ряд других нормативных актов, которые будут в скором времени работать. В частности, сейчас ведется работа над соглашением об электронной торговле в рамках ЕАЭС. Можно сказать, что такая тенденция есть и в других региональных объединениях. Это, например, в организации тюркоязычных государств тоже была проведена такая работа. Да? Сейчас эту инициативу рассматривает, например, ШОС, такое региональное объединение, как Центральная Азия плюс Китай, поэтому это как бы современный тренд заключать такие соглашения. Вот. Что еще в рамках ЕАЭС происходит, вот моя коллега тоже добавит в части таможенных правил. Угу. Еще раз добрый день. На сегодняшний день, как мы знаем, да, существует традиционная торговля, и противовес традиционной торговле тенденцию набирает электронная торговля. О том, что электронная торговля будет развиваться и в дальнейшем будет иметь успехи, уже показывает определенные цифры, да, статистика, которая сейчас дает Нацстатком, Министерство экономики, другие, получается, организации международные, которые подчеркивают, что в дальнейшем электронная торговля может стать приоритетнее, чем традиционная торговля. Поэтому в рамках Евразийского экономического союза к этому вопросу отнеслись очень серьезно. Можно сказать, несколько лет тому назад, это где-то начало 2021 года, начали задумываться над тем, что кроме традиционной торговли, темпы роста электронной торговли требуют того, чтобы данный вопрос, данный вид торговли должен контролироваться, регулироваться определенными нормативными актами, которые дадут полную картину, полную, можно сказать, видение для предпринимателей, которые будут заниматься в этой области, чтобы они могли понять, да, как будет государство регулировать, контролировать и какие есть условия, то есть участников внешнеэкономической деятельности, участников экспресс-перевозчиков, почтовых операторов, какие у них будут в дальнейшем права и обязанности при совершении операций в этих электронных торговых площадках. С этой целью Евразийская экономическая комиссия совместно с государственными членами ЕАЭС, то есть 5 стран, они начали разрабатывать новую главу в Таможенном кодексе, это глава 17, в котором прописали все эти новые виды нововведений в части регулирования вопросов электронной торговли. То есть какие были нововведения? Ввели такое понятие, как товар электронной торговли, понятие, как электронная торговая площадка, ввели такое понятие, как оператор электронной торговли, декларация электронной торговли, прямая поставка через таможенный склад. То есть очень много было введено новых понятий, вопросы именно регулирования, контроля, потому что, как мы понимаем, вот до этого сейчас сквозь сказали про технический регламент, про сертификацию, потому что канал электронной торговли, откуда идут товары, они реализуются физическим лицам, и физические лица иногда превышают тот лимит, который разрешен для ввоза товаров для личного пользования. Потому что мы знаем, что в рамках 107-го решения Евразийской экономической комиссии, в рамках Таможенного кодекса прописаны условия использования товаров для личного пользования физическим. То есть физическое лицо, если ввозит товар для личного пользования, он может без уплаты таможенных пошлин, налогов, если он не превышает беспошлинный порог в сумме 200 евро и 31 килограмм, он может завозить без каких-либо освобождений, у него это полное. А если он это превышает, то идет применение уже совокупного налога в виде 15%. Но в рамках протокола, да, который был
введен в действие по части регулирования электронной торговли. Сейчас у нас идет проработка вопросов именно, если в части превышения физическое лицо превышает данные вот эти все. А это за какой период? Это то, что вы говорите, на сумму и на вес. Это в год он, что может приобрести зараз? Периодичность у нас в 107-м решении, она не указана, потому что для таможенных органов сложно администрировать, постоянно контролировать периодичность. То есть в месяц он может несколько раз завозить, но при этом, если он превысит, вот у нас часто, через через маркетплейсы завозят там себе одежду, обувь, там товары. Для дома много. Электронные всякие любят, у нас гаджеты определенные для дома, текстиль, там, посуда. Вот это все у нас есть в 107-м решении определенное количество, норма. Если, например, обувь завозите, там до несколько-то штук можно завозить бесплатно, а если вы превышаете это, то вы должны уже заплатить налоги. То есть это уже будет товар не для личного пользования, а он уже у госоргана может появиться сомнение, что он везет его уже для коммерческих целей. Да, для перепродажи. И вот периодичность сейчас отдельно, где у нас проект решения сейчас разрабатывается, там вот этот вопрос у нас тоже вставал про периодичность, и в некоторых видах товаров, оно требует периодичность, месяц, сколько раз он может, а в некоторых видах товаров оно и не требует. Поэтому в зависимости от специфики товара эти моменты мы тоже прорабатывали, рассматривали, но пока сейчас он находится на стадии проекта, но в будущем эти вопросы тоже будут включены. В целом, вопросы электронной торговли, они, можно сказать, актуальны. И в части таможенного регулирования специально прописали вопросы трансграничной электронной торговли, так как страны ЕС часто заказывают товары с Китая, с Европы. Третий. Вот как Рима Хаджимаратовна подчеркнула, есть соглашение внутри стран ЕС, которое регулирует экспорт-импорт через Озон, Wildberries, это уже будет внутренняя торговля. Вот наши швейники или наши производители текстильной промышленности, они будут уже регулироваться внутренним. А где идет уже товары заказывать с Китая, с Эмиратов, с Европы, с Америки, эти все моменты будут регулироваться уже через таможенный кодекс, через другие проекты решения комиссии. И этот момент тоже нужно учитывать, потому что внутри Союза нету барьеров, нету границ, нету таможенных границ. А уже если идет трансграничная торговля с третьим странам, там уже действует и таможенный кодекс, и налоговый кодекс, и в части этого всего идет отдельное регулирование этих вопросов. Сейчас часто обсуждается деятельность одной крупной, тоже компании, которая работает, в том числе теперь вышла на рынок Кыргызстана. Совершенно недавно налоговая служба провела встречу с компанией Тему. Я не думаю, что она нуждается в какой-то рекламе, поэтому могу смело озвучить. Дело в том, что, действительно, стоимость товаров настолько на некоторые позиции настолько низкая, что, люди заказывают много, заказывают. Система пока такая через почту, и непонятно, кто и как регулирует эту поставку. То есть товар приезжает, курьер привозит, где происходит регистрация, скажем так, этой поставки, и как государство должно на это реагировать. То есть налог не оплачивается, дополнительные какие-то поступления от этой деятельности не приходят, то есть это не магазин, там нет человека, который работает, то есть нет рабочего места, ничего. То есть все эти пункты, которые бы, в принципе, в торговле были бы задействованы, с чего бы поступали налоги или какие-то другие платы, или какие-то другие плюшки, то есть человек получает зарплату. Для государства что важно? Чтобы у человека была работа, он получал зарплату. Все это отсутствует. Но происходит такой торговый процесс. Человек все-таки деньги платит, получает товар, деньги уходят в другую страну, и государство остается в неудел. И, конечно же, логично, что все эти маркетплейсы, они должны быть зарегистрированы, и каким-то образом эта деятельность должна быть отрегулирована. Но, опять-таки, возвращаемся к тому, что мы не просто внутренним законодательством можем и должны это регулировать, но еще и соотносить это с позициями нашего членства в рамках Евразийского экономического союза. Кстати, это очень интересные вещи, о которых вы рассказываете, что есть лимит. Если ты действительно из третьих стран что-то привозишь, получается, что это должно растамаживаться. Как-то так, да? Понятно, что для личного пользования одно, если уже что-то в более больших масштабах, то да. Насколько это сложно сделать? Такой вопрос я задам. То есть это, видимо, какая-то очень
людей много, все что-то заказывают. Как это отследить? Какими инструментами этого можно добиться? Или пока это все еще вот как-то вот придумывается? Да, ответь, я добавлю. Вот до этого я подчеркнула, что в Таможенный кодекс вносятся изменения и вводится понятие декларации электронной торговли. То есть декларация электронной торговли – это такой документ, в котором дается полностью информация о товаре, о том лице, который заказывает этот товар, о перевозчике, кто его перемещает или через почту, или через экспресс-перевозчиков, количество товара, стоимость товара, фиксируется дата, когда он заказал, с какого маркетплейса. То есть вот эту декларацию электронной торговли, которую мы ввели, она уже решением комиссии закреплена. Эта декларация электронной торговли, она дает как бы вот ту обширную информацию, которую государство должна вот видеть, чтобы знать. Например, там Асанов заказал такой-то товар, там, например, другой-то товарищ заказал такой-то товар. И раньше вот этой декларации не было. И была декларация экспресс-перевозки, но она не была направлена именно на товары электронной коммерции. То есть на товары, которые перемещаются именно через этот канал. И в Таможенном кодексе, когда вводили вот эти нововведения, они учитывали, что какая будет поставка. Прямая поставка, когда идет товар сразу через маркетплейс, или будет реализоваться через таможенный склад. То есть вот эта тонкость, этот нюанс, то лицо, которое заказывает, она должна учитывать. И участник, который у нас тоже среди участников внешнеэкономической деятельности появился новый участник, как оператор электронной торговли. Он должен вступить в реестр, получается, операторов, получить регистрацию у Государственной таможенной службы. И это лицо, который будет совершать операции по перевозке, по растамаживанию, по заполнению вот этой декларации, он берет на себя ответственность. То есть это ответственное лицо будет. И за каждый товар, который он перемещает, он должен давать достоверную информацию. И почему ввели, да, такое новое, да, можно сказать, лицо? Для того, чтобы знать, видеть, куда товар перемещается, на какое лицо, для личного пользования, или он хочет в будущем перепродать. То есть для того, чтобы видеть вот эти все цепочки, ввели вот такой новый документ и вот такое новое лицо участников этого. Как это повлияет, ну, наверняка, если мы уже говорим про то, что будет установлено, что этот товар, ну, превышает, например, установленную там вес, например, или количество, получается, что нужно будет конечному потребителю проплатить что-то дополнительно, так? Это на это направлено, скажем так, за растаможку, скажем. Но ограничений, если какое-либо лицо заказывает товар, физлицо заказывает товар, и у него идет превышение в размере 200 евро и 31 килограмм, то есть это у нас прописано в 107-м решении комиссии. Почему мы делаем ссылку на 107-е решение, вообще на решение Евразийской экономической комиссии? Потому что в Таможенном кодексе, если внимательно читать отдельные статьи, то под пунктами есть такое прописано о том, что определенные нормы регулируются отдельным решением Евразийской экономической комиссии. То есть все, что требуется проконтролировать или регулировать, или прописать, невозможно все прописать в Таможенном кодексе, потому что это объемный. Ну да, это отдельно получается, подзаконник как бы такой. Как бы подзаконник, и делается ссылка на решение комиссии. И вот 107-е решение, вот все, кто занимается электронной торговлей или экспресс-грузами, или почтовым, они знают про это решение, потому что там прописаны все основные моменты, связанные с товарами для личного пользования, начиная от простого вида товара, заканчивая до транспортных средств. И вот 107-е решение, я еще раз подчеркиваю, да, если нас это слушает, то это 107-е решение, оно в доступе, то есть через Google, если вы сделаете запрос, оно появится, и там четко, ясно прописано. Но при этом я хочу сказать, что 200 евро 31 килограмм, это ограничение действует только для товаров, которые перемещаются по экспресс-перевозке по международным почтовым отправлениям. Если вы завозите товар через автомобильный вид транспорта, воздушный вид транспорта, то там идет совсем другая норма уже ввоза.
там идет совсем другая, и регулируется он уже совсем по-другому. А так как сейчас у нас речь идет именно про электронную, да, поэтому, про частные покупки, скажем. Про частные покупки, там есть норма в этом, имеется в виду количестве. И таможенный орган, когда, например, с Китая, да, физлицо заказало товар, у него товар превышает 200 евро или превышает количество, то таможенный орган, он сообщает о том, что у вас идет превышение, то вы в части превышения должны заплатить определенную сумму. Получается. То есть за то, что сверх прошло? Да, за то, что сверх прошло, он платит таможенные платежи. У нас в 107-м решении прописано совокупный налог. Что значит совокупный налог? В размере 15%. То есть в этих 15% сидит и таможенная пошлина, и налог на добавленную стоимость, и таможенный сбор. То есть там оно не делится. Если НДС сейчас фактически у нас 12%, таможенная пошлина возьмем минимальную 5%, и сбор 0,40%, если вместе добавить, там вышла бы другая сумма. Да, здесь едино установлено. Да, здесь это просто упрощенный порядок, и здесь идет у нас 15%. Но в рамках протокола, да, который внес изменения в таможенный кодекс, у нас сейчас проектом решения, сейчас он еще в виде проекта, не утверждено, уже не 15% предлагают сделать 5%. Да. Но этот 5% действует только для прямой поставки. Если товар будет реализовываться через таможенный склад, то будет под традиционный, то есть вот эти 15%. Да. А если через прямую поставку, то тогда будет 5%. Но эта сумма пока еще не... То, о чем мы с вами говорим, это еще пока предложение не работает. Да, он в виде проекта, но сейчас страны его путем переговоров, обсуждений, но к этому знаменателю мы как бы в будущем, мне кажется, придем. Да, на самом деле у меня всегда был вопрос. То есть это, получается, обход каких-то вот тех норм и правил, которые у нас есть. Все-таки, когда завозится любой товар из-за границы, как мы понимаем, да, находясь вот в таможенном союзе, все, что произведено внутри, двигается без всех этих вещей. Все, что произвели и закупили снаружи, да, оно должно, естественно, растаможиться, облагаться определенными налогами. И вот тут был вопрос. Ну вот появились эти платформы, все напропалую заказывают, завозят, там, не знаю, чуть ли не сумками там, вот, каждый раз. Как вот это отрегулировать? Собственно, вот и пришли, да, к тому, что, да, придется это все-таки отрегулировать. Ну, и это интересно конкретно физическим лицам, потому что все, кто работают в предпринимательстве и завозят товары, там, скажем, для реализации, они знают, как работает система, понимают все таможенные ставки, для них все предельно ясно и просто. Вот если вернуться к тому, что все-таки электронная коммерция, и вот про эти платформы, на которые выходят наши производители, которые внутри нашей страны пытаются что-то произвести сами, что-то пошить или что-то, может быть, какую-то продукцию сельского хозяйства переработать. Насколько им сложно или легко вот входить вот на эти платформы? Что они говорят об этом? И как государство стимулирует ли этот вот такой вид торговли, да? Все-таки от классики, наверное, мы уже будем отходить. Мы каждый раз с экспертами говорим, они отмечают, что рано или поздно базары станут большими складами. Это уже не будет какой-то такой традиционный вид с прилавками, когда человек может походить, чтобы... Ну да, и, наверное, для экзотики, может быть, и останется, но в массе в своей человек перейдет к тому, что будет заказывать все удаленно, и вот вся система доставки, логистики, она столько будет отработана, что тенденция такова. Вот что мы можем сказать в отношении наших производителей? Действительно ли мы как-то нуждаются они в какой-то поддержке, может, в какой-то помощи со стороны вот государственных органов? Ну, что касается поддержки выхода предпринимателей на сами площадки, конечно, это уже дело самих предпринимателей выходить. Единственное, как вот министерство, мы сотрудничаем с этими площадками, собираемся, узнаем, какие есть проблемы, как можно помочь с теми же налогообложением, с теми же прохождением этих процедур всех. Поэтому с этой стороны то мы помогаем. А как им регистрироваться, выходить на этих площадках, каких-то сложностей мы не наблюдали. И наши предприниматели, которые вот занимаются швейным производством, очень хорошо представлены на Вальберес. И вот у меня есть некоторые цифры, это порядка 18 тысяч продавцов у нас уже присутствует на этой платформе. И, например, заказов сколько происходит, это не менее 400 тысяч заказов происходит на платформе Вальберес.
Это вот все, что наши представляют, наши компании, наши фирмы-пошивщики, представляют свою продукцию, и со всех точек, скажем так. Да. Более того, эти компании, вот именно Вальберес и Озон, они зарегистрированы в Кыргызской республике как юрлица и, соответственно, оплачивают налоги. А вот как вы упомянули, что иностранные некоторые компании, они не платят налоги, поскольку они не зарегистрированы здесь как юрлица. В том случае, когда вот ТЭМ будет зарегистрирована здесь, она будет оплачивать налог. Но в то же время хотелось бы отметить, что кто платит в этом случае налоги? Те компании, которые осуществляют транспортно-логистические услуги, это наши кыргызские компании. Да, соответственно, вот за счет этой деятельности, за счет этого оборота налоги приходят в страну. Поэтому не все так происходит, что вообще ничего не платится, никаких налогов. И тем более идет растаможка, если это идет превышение каких-то определенных норм. Что еще про Вальберес можно сказать и Озон? Эти компании, они также имеют соприкосновение с Национальным статистическим комитетом и с Государственной налоговой службой, чтобы видеть вот этот оборот, который идет, чтобы ушло и данные в статистику, и также в налоги. Поэтому вот это сотрудничество, оно осуществляется. Соответственно, какая иностранная компания придет к нам на рынок еще, которая будет зарегистрирована, она также будет, как участник внешнеэкономической деятельности, иметь отношения и с налоговой, и с Национальным статистическим комитетом. Это пока мы говорим только про Озон и Вальберес. А кто-то... Вот мы сейчас услышали, что ТЭМу тоже вроде бы выразила готовность, но есть и другие маркетплейсы. Вот какие-то есть, может быть, про них данные? Вот Alibaba или что у нас там еще есть? AliExpress? Или они пока работают так? У нас, конечно, не сильно много через них заказывают, как мне кажется. Больше популярно, скажем так, вот те, которые вы перечислили. Почему это важно, чтобы они вот регистрировались? Понятно, что рынок меняется. Опять я возвращаюсь к тому, что торговля меняется. И сложно будет тем, кто не может, не умеет или не хочет работать электронным способом, сложно будет развиваться. Все хотят выходить на все рынки, насколько я знаю. То есть есть такие ребята, которые пробуются везде. Не только на те, которые мы перечислили, но выходить там... В конце концов, я помню, был разговор о том, что и Alibaba готов едва ли не размещать наших производителей. Но тоже это все не очень просто, особенно когда все интерфейсы на другом языке, может быть, какие-то там нюансы с документацией тоже. Но в целом, вот как вы считаете, как будет тут тенденция развиваться? И стоит ли нашим все-таки производителям смотреть в эту сторону? И какова судьба вот классического вида торговли? Может быть, чисто ваше наблюдение, мнение? То, что электронная коммерция составляет большую конкуренцию, классической торговли, это уже видно, да? И даже вот наши оптовые рынки, они жалуются, что такую конкуренцию они в ближайшее время не смогут выдержать. На что им было предложено тоже создавать свои платформы. Да? Например, дурдой маркет. Да, почему бы нет, и переходить из такой традиционной на электронную коммерцию. Поскольку сейчас, конечно, как вы заметили, что время – деньги, да, и потребителю выгоднее покупать. Это, кстати, снижает стоимость товара, вот именно такой вид реализации. Не приходится платить за аренду помещения, какой-то там контейнер, например, или прилавка. Не нужно нанимать реализатора, продавца и так далее. То есть вот или там есть свои тоже нюансы, которые добавляют стоимости товара. Скорее всего, есть у каждой платформы своя политика, да, и свои правила, которые действуют к бизнесменам, которые находятся на этих площадках, продают товары, и какая-то бонусная система, да, вот из чего формируется. Вот, скорее всего, это выгоднее, да, раз мы переходим на этот формат торговли. И объем, который тот же реэкспорт, который мы традиционно торговали и возили, да, физически ездили, покупали, теперь мы можем заказывать и также осуществлять через себя транзит. Этот реэкспорт через нас, он востребован. Да. То есть это тоже работает? Это тоже работает. Просто немножко трансформировалось. Да, это работает. Прежде всего, это будет как экспорт наших услуг транспортных, транспортно-логистических. Да. Даже если товар произведен за пределами страны, все равно мы уже задействованы в его доставке до потребителя. Плюс здесь также будет и финансовая система работать. Если осуществляется транспорт,
транспорт, транзит через нас, то и, соответственно, финансовые потоки тоже через нас будут. Вот, кстати, да, вот здесь тоже интересная вещь. Мы, когда говорим про развитие электронной коммерции, всегда спрашиваем, что главное, чтобы было в стране, чтобы она активно развивалась. Логистика и платежная система. Опять-таки, да, устойчивая банковская система, чтобы у нас работали все платежные системы, не только там внутри союзные, но и мировые. Да? Сейчас у нас это работает в целом. Могу немного добавить, да, о том, что сейчас вот вы задали вопрос, кроме Озон Wildberries, которые у нас на рынке официально зарегистрированы, другие маркетплейсы выразили готовность или желание войти на рынок Кыргызстана или на рынок Центральной Азии. Могу сказать, на сегодняшний день, да, есть такие, можно сказать, со стороны, например, той же самой Alibaba. У них есть платформа 1688. Она работает по системе B2B. Она хотела бы тоже войти на рынок Кыргызстана. Сейчас просто идут еще, можно сказать, онлайн-переговоры. Ну, сейчас она просто изучает наш рынок, но есть желание. И они думают о том, официально здесь зарегистрироваться, дать свою платформу для реализации товаров той же самой Кыргызской Республики. И если вот мы, как представитель государственных органов, сможем привлечь, да, такие гиганты, как Alibaba, на свой рынок, открыть, официально зарегистрироваться, дать свою платформу, мне кажется, это будет только продвижение вперед. И можно сказать, вот традиционная торговля, да, электронная торговля, они в будущем, потому что не то что конкурировать, просто электронная торговля, она дает больше удобства. То есть не нужно, вот сейчас у нас в Бишкеке жарко, не всем хочется выходить куда-то, искать какой-то товар в жару. Можно просто открыть телефон, планшет, ноутбук, найти тот товар, который тебе нужен, доставку оформить, и он к тебе придет прямо к двери. То есть это удобство в первую очередь. Нету потери времени. И сейчас под каждым товаром дается полное описание товара, вплоть до отзывов. И эти моменты, они больше упрощают саму процедуру покупки и продажи этих товаров. Потом еще хотелось подчеркнуть, что мы, когда говорим про электронные торговые площадки, про маркетплейсы, мы иногда путаем такими электронными площадками, которые есть такое понятие, как доска объявлений. Например, тот же самый Лалафо, Авито, даже платформы Facebook, Instagram тоже рекламируют товары. Но это не считается маркетплейсами, это не считается электронной торговой площадкой. Потому что, когда мы вносили изменения в таможенный кодекс, мы столкнулись с тем, что нельзя, оказывается, сравнивать маркетплейс и тот же самый Лалафо или Авито, потому что это разные виды платформ. Например, у Озон Wildberries или Alibaba Express или Taobao, вот их платформа, она создана для того, чтобы работать по системе B2B, B2C и полностью дать, можно сказать, продавцу всю информацию о своем товаре. А вот то, что вот эти доски объявлений, там больше нацелено на B2C, и там минимально у них идет информация о товаре, минимально они берут на себя ответственность. Порой доставки у них, может быть, и нет. А если даже и будет... Это главная боль самого предпринимателя или продавца. И возврат он товара может и не сделать, обратно могут и не принять. Отзывов, может быть, и не будет определенных там не будет прописано. То есть этим они отличаются. Да. И вот эти моменты тоже то лицо, которое заказывает или пользуется, она должна учитывать. Вот я хотела еще последний вопрос, наверное, вам задать, касающийся, конечно, электронной торговли, это удобно, но есть такой момент, как право потребителя. Насколько вот этот момент, ну, как бы защита прав потребителя, она учитывается в законодательстве сейчас в рамках электронной коммерции. Человек, правда, не может же потрогать, пощупать, там, не знаю, примерить. Это вот тот минус, который существует на электронных площадках. Есть ли категория людей, которая вообще не может ничего покупать, пока сама там, ну, так как говорится, не понюхала и не поняла, что да, это пойдет, это мне нравится. Или там примерила и убедилась, что человеку подходит. Бывает так, что ты получаешь, вот опять-таки, да, тебя курьер привез, тут вообще речи не идет как бы там о возврате, и ты, ну, что делать? Ну, вот
коса, но такое, ожидание и реальность. Но с этим тоже надо что-то делать. То есть если ты можешь в магазин принести с чеком и сказать, вот что за дела, это некачественно, плохо, то вот здесь остаются вопросы. Или они тоже все-таки сейчас как-то планируется придумать, как в какой-то степени можно это решать? Или вот пока это решается только возвратом на основных платформах? В законе об электронной торговле предусмотрена защита прав потребителей, обязательно это. И у каждой платформы есть в своей политике тоже нормы, они должны соответствовать законодательству той страны, в которой работают. Получается, да. Поэтому это работает. Единственное, что эту сферу надо, может быть, совершенствовать и уделять больше внимания, поскольку электронная торговля набирает обороты, и здесь действительно и будут и некачественные товары. И, вот вы говорили, что есть дешевые товары. Это сам потребитель выбирает. Конечно, дешевые, они будут некачественные, поэтому тоже на это надо смотреть. Да, и еще в рамках ЕАЭС тоже работает вот эта система сертификации, да, которые должны соответствовать товары, чтобы на пространстве ЕАЭС перемещаться. Поэтому тоже все это будет идти на защиту потребителя. Потому что, да, это важно. Я тоже помню, что органы Евразийской экономической комиссии проговаривали, что должны быть определенные периоды возврата товара. Если человек увидел, получил, посмотрел и убедился, что что-то там действительно не так, не подходит, разочарование и тому подобное. То есть можно совершить возврат, конечно, при условии сохранения товара в нужной кондиции, а не так, что поносил и вернул. Да, поэтому много вопросов еще, но, по крайней мере, каких таких больших жалоб, мне кажется, вот я чисто как человек, как потребитель, не знаю, да, если даже человек получил что-то, видит, говорит, ой, какая-то безделица, такая себе ерунда, но махнул рукой, да и ладно, я за нее заплатил не так много, мне просто было интересно посмотреть, что это за штука, да, она ко мне приехала, я понял, что мне это не нужно, но возвращать не буду, да. Надо действительно подходить к этим покупкам серьезно, в самом деле, что тебе нужно, посмотреть все отзывы, все описания и принимать решения. Спасибо вам большое, да, конечно, хочется, чтобы все товары были хорошими, хочется, чтобы наши производители могли тоже конкурировать на этом рынке, могли о себе заявить, и не только на этом, как вот вы отметили правильно, что нужно смотреть шире, потому что электронная коммерция — это что-то про глобальное, это что-то про очень большие расстояния, с которыми справится грамотно построенная логистика, любые виды транспорта. Поэтому, да, надо только пожелать успехов и нашим предпринимателям посоветовать хорошо в этом начать разбираться. Благодарю наших гостей. Представители Министерства экономики и коммерции были у нас.